есть? У нас здесь есть вот такая вот табличка, в которой добавлены какие-то определенные данные, но это не таблица, в общем-то. Это обычный текст, который мы с вами можем просто напечатать, и он у нас отображается вот таким образом. Важный момент, если делать это все с помощью пробелов, ну вот попытаться вписывать здесь пробелы, то идеально ровного края мы не получим. Все равно будет какой-то небольшой плюс-минус влево-вправо, и это будет смотреться не очень красиво. Поэтому мы с вами давайте посмотрим, как это делать грамотно. Если мы с вами находимся в какой-то строке, ну, допустим, у нас не есть какой-то текст, и мы нажмем кнопку Tab, то мы перемещаемся вместе с этим текстом правее по нашей строке. Это и есть табуляция. И смотрите, у нас текст каждый раз перемещается на определенное расстояние. Это везде одинаковое расстояние. Это расстояние можно изменить. Если мы с вами где-то на линейке в любом месте кликнем, у нас появляется вот такой дополнительный значок. И теперь, когда мы с вами сделаем табуляцию, давайте его куда-нибудь, так, весь текст перед я удалю, поставим его в середину. И вот теперь для этого текста мы делаем табуляцию. И смотрите, куда мы попадаем. Вот прям к вот этому значку и попадаем в нужное место. Давайте разбираться, как тут все устроено. При клике правой кнопкой мыши на этот значок табуляции мы увидим, что знаков табуляции бывает несколько. Левый табулятор, центральный табулятор, правый табулятор и табулятор десятичной точки. Так вот, все это мы с вами можем использовать в своих целях. Левый табулятор будет показывать нам позицию первого символа нашего текста после того, как мы нажмем кнопку Tab. Правый табулятор будет показывать нам позицию, соответственно, правого символа, когда мы нажмем кнопку Tab. Центральный будет являться центром, и текст, для которого мы нажали Tab, будет по центру этого табулятора располагаться. И табулятор десятичной точки позволяет нам расположить знаки после запятой, ну, точнее саму запятую, друг над другом во всех строках. Давайте вот это все сотрем. Символ табуляции удалим, просто стянув его с линейки, и попробуем повторить вот такую вот таблицу для того, чтобы создать ее заново самостоятельно, но уже более красиво и правильно. И первое, что у нас здесь есть, это номер. Здесь у нас какой-то табуляции нету. Это просто первый символ. А вот дальше мы должны перейти к какому-то месту, где у нас будет начинаться фамилия. Если мы просто нажмем Tab, то мы перейдем на какое-то определенное расстояние. Если оно нам не подходит, мы устанавливаем табуляцию вот, допустим, в этом месте. И теперь, когда мы нажали Tab, мы попадаем ровно к вот этому вот месту, и начиная с него мы будем печатать. Дальше нам нужно попасть вот сюда. Если мы нажмем Tab, мы попадем, куда-то чуть-чуть не дотягивая. Да? Не наш случай. Поэтому ставим еще раз табуляцию. Снова нажимаем Tab, и это у нас будет имя. Ну и отчество, если мы до сих пор использовали с вами левую границу, давайте здесь используем правую границу. Тут такая особенность. Смотрите, если мы поставим вот сюда и поменяем на правый табулятор, то помним, да, что вот эта позиция, это будет конец текста. То есть нам нужно поставить этот табулятор туда, где текст будет заканчиваться, то есть где-то вот здесь. Тогда мы делаем Tab и начинаем печатать слово «отчество». И в зависимости от того, что мы печатаем, текст сдвигается
левее, да, за границы вот этого правого табулятора текст не выходит. Давайте, кстати говоря, для имени сделаем табуляцию по центру, ну тоже чтобы посмотреть разницу. Центральный табулятор, и смотрите, если я на него нажимаю, у нас проходит вспомогательная ось, которая нам как раз и показывает, что слово «имя» располагается по центру этой оси, потому что мы выбрали соответствующий табулятор. Так, ну и следующий табулятор у нас должен называться с вами, должен быть под цифры, десятичная точка. То есть он будет показывать нам то место, где будет проходить разделитель целых и дробных частей какого-либо числа. Не забываем поменять его на табулятор десятичной точки, но у нас с вами текст, поэтому точки тут никакой не будет, а значит табулятор будет работать точно так же, как работает правый табулятор. Вот мы для первой нашей строки настроили некоторую табуляцию. Если мы теперь нажмем на клавиатуре Enter, то мы попадем на новую строку, а табуляторы все сохранятся в нужных местах. Что важно, потому что мы планируем их использовать для дальнейшего создания вот такой таблицы. Давайте только единственное, что еще сделаем, это выделим немножко полужирным, выделим наш текст и сделаем его полужирным. Это все-таки у нас заголовок. А вот теперь мы готовы к заполнению таблицы. Только начиная отсюда у нас уже должно быть не полужирным, а просто обычным текстом. Мы поставили номер, далее мы нажимаем на клавиатуре клавишу Tab и попадаем в фамилию. Записываем фамилию, и вместо того, чтобы сколько-то раз нажимать пробел, один раз нажимаем клавишу Tab, попадаем в имя. Напоминаю, что здесь у нас по центру размещен табулятор, то есть текст будет располагаться в равных пропорциях слева и справа от этого табулятора. Дальше мы снова нажимаем клавишу Tab и попадаем в отчество с правым табулятором. Дописываем, соответственно, отчество. Ну и снова нажав Tab, попадаем в сумму долга, которая у нас с табулятором, отделяющим дробную часть числа от целой. Как только мы, до тех пор, пока мы пишем целую часть, текст уходит влево. Как только мы поставим знак запятой, он и окажется у нас как раз в позиции нашего поставленного табулятора, и уже после него цифры будут уходить вправо. То есть наша точка никуда не сдвинется, она всегда будет вот на этой линии. Дальше мы нажимаем Enter и переходим к заполнению следующей строки. Она у нас вторая, ставим цифру 2, нажимаем клавишу Tab, попадаем в графу «Фамилия», заполняем ее, попадаем после нажатия Tab в графу «Имя». Давайте какое-нибудь имя подлиннее возьмем для наглядности. Здесь оно все еще у нас по центру, как мы видим. Дальше нажимаем Tab, попадаем в отчество, которое у нас идет с правым табулятором. Ну и попадаем в сумму долга. Обратите внимание, что цифры у нас могут быть по-разному отформатированы. Здесь идет значок доллара. Давайте его тоже с вами поставим. Пробел. Потом напишем, ну давайте какое-нибудь длинное число возьмем. Запятая. И знаков после запятой давайте возьмем уже не 2, а тоже побольше. И несмотря на это, наша точка все равно никуда не сместится, потому что табулятор стоит в нужном месте. Дальше мы можем перейти в третью строку и проделать то же самое с помощью клавиши Tab. Если нам табуляторы уже на какой-то странице, на какой-то строке нужны не будут, мы их просто удаляем с линейки для того, чтобы они больше не отображались. Таким образом, мы с вами создали таблицу с помощью инструментов табуляции.